мальчиков наших уничтожают они. Зачем уничтожают наших мужиков? Женщины, дети, молодые уничтожают, чтобы наше вот поколение не выросли. Путин неправильно делает. У него это, как это, президентский кресло поднят, он делает нам вот так. Хоть пусть меня убивает, пусть оставляет наших детей. Ельцин тот раз сказал, нам Чечня нужен без чеченцев. Мы этого не забыли. Нечего нас так в затрудненном положении они поставили нас. Слава Богу, приехали. Ни один журналистов я не дошла, сколько вот хожу. Обстановка в Чеченской Республике меняется ежечасно. В направлении Грозного движутся колонны объединенной группировки войск Министерства обороны и внутренних войск МВД России. На путях их продвижения отмечается концентрация боевой техники и незаконных вооруженных формирований. Вступающие воинские части подвергают массированным ударам с воздуха выявленные огневые позиции и опорные пункты боевиков. Кольцо вокруг Грозного сжимается все туже. Ликвидация очагов вооруженного сопротивления вступает в завершающую стадию. Для нас сейчас абсолютно ясным является то, что террористы скрываются на территории Чеченской Республики и поддерживаются экстремистскими силами в Чечне. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно.
сортире хотят нас добить, мочить нас хотят, убивать нас хотят. Но живем, черт побери, не знаю я. Я знаю, он не прав. За свое кресло не надо так издеваться над людьми. Ельцин раньше ушел, что Путина поставить туда. Пусть бы политиканты разобрали бы свою политику без вмешательства вот этих детей. Вот этого мальчика развивают, смотрят на его плечи, носил ли он автомат или нет. 10 лет ребенку. Да, 10 лет ребенку. Это унижение, это просто унижение нации. Унижение. Вот этот ребенок завтра, он же не забудет это никогда. Да. Не забудет, он не забудет. Это не забудет. Сам Вот они террористы, бандиты, вот они подрывают все это, уничтожают там. Сами взрывали все там в России. И на Чеченцев свалили они. Которую в Русмартане нашли, это селитр. Это в Чечне не делают, эти селитры. В Чечне оружие не делают, в Чечне ничего не делают. Чечня самое бедное место, самое бедное. Алиш, шульханов яхи. Накажите тех, кто виноват, кто крадет журналистов, кто убивает людей и прочее, прочее. Вот не знаю, что нация должна страдать. И причина для России, это причина, чтобы начать войну не в том, что крадут журналистов или убивают людей, а для того, чтобы именно территория им нужна, и не чеченцы нужны, территория. Вот поэтому мы здесь находимся. Мы как загнанный зверь. В клетку зверя загнали, посадили вот так. Нас можно и убить, и унизить можно, и раздеть можно публично перед женщинами. И все можно над нашими ребятами. Наши старики, женщины, дети, всех уничтожили. Вот у нее все дома здесь загорело. Почему нам это нужно? Мы не люди, мы звери, что ли? Над зверями не издевают. То, что сгорела моя палата, это иголка в стогу сена. Как горят там наши чеченские дома, наши ребята. Жириновские, все вот русские вот всегда говорят, что это не наша земля. Вот почему это не чеченская земля, я вот удивляюсь, что мы выросли из-под земли или с неба спустились мы. У нас же были деды, прадеды, правда же? У нас же язык был, история, культура. Что мы, рогатые или волосатые, или хвостатые, чтобы нас как зверей истребляли. Да, вот за эти 100 лет, вот эти последние 100 лет, нас 4-й раз выслали. В смысле, в 44-м и вот и сейчас. За что нам такое наказание? От того, что мы красивая, гордая нация, культурная, гостеприимная. На своей земле, да, вот сидели мы. Мы с танками в Россию ж не пошли. Ни один город же не бомбили же. Мы ж не бомбили, ни один чеченский самолет не поднялся. Ничего, дома не взрывали. Когда они говорят Басаев, там, Хатаб, там, ну вот 2 человека, да, 2 человека. Не может же страдать весь народ. Вот чем больше будет война длиться, тем больше будут террористы. Тем больше. Потому что сегодня, если убьют мать, отца, там, сына, дочку, там, каждый же пойдет за своим мстить же, да? Желаю Путину чеченская война. Всегда в России, чтобы быть. Вот так передай Путину. Наши женщины дурные, они вот рожают детей. По 5, 6, по 10 мы их. А вот русская мать родила вот одного сына или одну дочку, да? И вот их же сыновей убивают каждый день. Почему эта мать, у которого сына убили, сама себя не сжигает? Почему? А вот для меня лично, вот, любой чеченский парень, вот я считаю, что он мой сын, что он мой брат. Вот я за него переживаю. Вот сегодня пришла с Катаямы женщина, говорит, с Короленко улицы, говорит, прям с подвала подняли, 2 парней увели. Ой, думаю, кто же такой, кого же забрали? Полный беспредел, полный уничтожение нации. К чему хочет прийти Путин? Он на кресло, это зачем ему это кресло, если вот по локоть в крови? Я не знаю. Пускай и русские матери знают, пускай и все в мире люди знают, когда российское телевидение говорит, 2 убитых, 1 раненый и 20 боевиков убили. Это 20-30 мирных жителей убили. Да. Вот знаете, пускай знают все. В Шалях вот. 211 человек в Шалях убили, они мирные жители. А телевизоры передают, боевики мы убили. Неправда. Истинную ложь они передают. Вот так. В Ингушетии, когда ехали, с нашего старого Сунжа ехали сюда, их бомбили, по трассе бомбили. А передали как?
По типу боевиков они ехали, говорит. Боевики убили, говорит. Иногда боевики бывают. Недавно женатой, еще беременная 2 месяца, 3-4 месяца была девочка замужем со старого Сунжа. Муж сейчас тоже вот как будто бешеный он сейчас. Он говорит, моей жены голова, говорит, летела, говорит, аж я даже сейчас не могу, говорит, себе представить вот это дело. Издевают. А почему не встают за предел Запад? Почему не кончают нам война? Почему нас домой не посылают они? Он сейчас вон там видите, главный монстр. И постоянно там летают. 2-4 всегда. Я в Грозном видел 6 вертолетов. Постоянно там летали. Откуда приедет? Сынджи они взорвали 2 дома. Убиты 8 человек. Одна семья 7 человек, 1 таксист. Говорили, таблетку, 6-ку уничтожили. 2 дома взорвали. Это самолеты. Путин приехал ночью с женой, с супругой, приехал в Гудермес, ночью поздравил своих российских солдатов и ночью уехал. Она часы золотые давали. Золотые часы, чтоб чеченцев резать, ножи давал, подарил. Вот так уехал Путин. Он аж в море чеченском крови, Путин. И окружающие его, Жириновские, Мироновские, они много там. Вот так. Вот эти отец убил. Вот этот мальчик станет. Брат убил. В Назрань езжайте, с Липцовской больницы езжайте. Наши оттуда раненые, безногие. Один мальчик вообще безногий там, без рук. Аж кровью сердце обливает. Не стыдно его, не стыдно Путину. Помогите нам. В чем мы виноваты? В чем я, что бандитка, что ли? Я не террористка. Там мои братья гибнут. Помогите нам, скажите. Они говорят, это бандформирование. Они не бандиты. Они их сами сделали бандитами. Помогите нам, помогите. Просто помогите. Наших пацанов убивают. Мы не хотим, чтобы их убивали. Они наши братья по крови. Просто-напросто из-за того, что он чеченец, чтобы их убивали. Я не хочу, я ненавижу этого Путина. Вы представляете, я бы его сама руками задушила бы. Что мы, бандит? Я что, бандитка? Я что-нибудь вам сделаю? Это просто геноцид идет. Помогите нам. Мы вас просим, весь мир, помогите нам. Нас убивают только так. Из-за того, что мы чеченцы. Помогите нам. Вот то, что я осталась. Дом сгорел, здесь все сгорело. Мне только 20 лет. Мне только 20 лет, я не знаю. Эти солдаты, эти русские, не могут просто, чтобы пройти наших детей. Вот едут беженцы по дороге, самолеты летят, если их бомбят, то говорят, что напали бандиты, бандформирование, убиваете. А на самом деле это они убивают. Вам просто надо поехать чуть-чуть, выехать. Вы тогда сами убедитесь, то, что мы говорим. Они же не пускают. А по телевизорам это ложь, это просто ложь. Это не может быть правдой. Сейчас сердце у меня аж как камень. Вчера спим вот здесь Карбулаки. Дора-дора-дора-дора. Чечня аж горит. Туда что бросают, не знаю. Трясет все. Аж сюда слышно Карбулак. Если мы сейчас будем в составе Россия, каждые 50 лет Россия будет нам принести эту войну. Как всегда. Как всегда. Это геноцид над чеченским, над мусульманским народом они никогда не прекращают. Почему нам они не могут дать статус? Почему мы не можем отдельно жить? Без России. Что они? Такой маленький. Чечня. Аж на карте еле находишь. Вот такая маленькая страна. У Путина тоже есть дети, есть жена, есть отец, мать есть. Пусть он тоже про нас думает немножко. Ослабленный должен быть. Президентом хочет быть. Пусть немножко свое сердце ослабляет. Отец, садитесь, едьте. Обещает, да? Спасибо.
يا شرام يا رسول. Если вы самолеты, люди убиваете, люди убежал. Когда я в Германии воевал, тогда уже такого не было. Мирные люди никогда не стрелял, ничего не сделал. А теперь уже тут. Когда Сталин был, Сталин тоже не делал такого. Уважения вообще мало. Хоть старый, хоть больной, уважения нет. Гитлер это не делал. Убивали, но одни издевались. Чужие тряпки не воровали. А здесь чужие тряпки воруют. Вот. А мы зашли, мешок сахара забрали, масло забрали, уже постель забрали, подушки забрали. Да там все бомбили, дети перепуганные все были. Лишь бы дети остались живы, выехали. Это было 3 октября. Мы выехали. 4 месяца. Скоро. У нас 8 детей. У меня, у брата по 4. Это мы с братом. Муж у меня уехал домой. Мне очередь пропускают с деньгами, а у нас их нету сейчас. 4 месяца прожили, сейчас уже с последними, с концами едем домой. Жалко. Убивает безвинных. Виноват черт с ними, убивает. Но а безвинных убивать нельзя. Каждый день услышали так, по телевидению так бомбят. За что сделал, не знаю. В дороге едет автобус, всех убивает. Ракеты ударяют, все убивает. За что? Чего тут? Виноват, убей его. Не виноват, зачем ее трогать? Детей зачем трогать? Женщин, в чем виноват? Вот я 80 лет имею, так? В чем я виноват? Там надо садиться в автобус, чтобы ехать. Пешком ходить нельзя. Нормально, немного говоришь. Я выполняю приказы. Никакие очереди. Скотыни. Как скотыни? Отец, вот ты будешь долго разговаривать, и все автобусы уйдут, и ты не уедешь. Кадет, в сторонку. Нет, это летающая тарелка.
тут где-то. Хочешь подвинуть, спуститься? Это чеченская башня. Помечали уже. Там жили мои прадеды. Это вот и сам нарисовал. У Мовсера очень тяжелый посттравматический стресс. Это осталась травма после той войны, 1994 года. Он был свидетелем ужасов. В частности, это обгоревшие солдаты, трупы. Потом он видел, как казнили летчика. Вот Мовсер, альбом есть. Это что у тебя Мовсер? Кто это у тебя? Солдаты. Солдаты, да? Он говорит, что война идет и побеждают наши, говорит, имеется в виду чеченцы побеждают. Вот, говорит, что плен взяли солдат по его рисункам. Ну, как правило, во всех войнах, которые дети рисуют, побеждает ихний народ. За военными рисунками рисуют потом обязательно мирную жизнь, природу, спокойствие. Это то, чего бы они хотели, чтобы было. Мовсер башни нарисовал, это в лесу, в горах. Тут спокойствие, везде лето. Вот это ракета, вот это пулемет. Новый поставишь. Вот. Это гранатометчик. Да. Боевик стреляет. Вот, посмотрите, вертолет военный дети нарисовали. Видите? Ну, самолетов и вертолетов было очень много. Вот дом лепят. Дом слепили. Палатки. Палатка, дом. Вот танк слепили. Видите? Маленький танк. Дети почти знают все виды оружия. Кто что, как стреляет, они мне даже объясняют. Стингер, гранатомет, там танк, какие снаряды, какие пули бывают, какое оружие, чем можно поразить. С бомбами обязательно бомбы присутствуют. Вот посмотрите, уже самолет, видите. И многие дети очень не любят говорить о войне, потому что они поняли, насколько это реально, насколько это грозит им опасностью, им и их родителям. И таких детей достаточно. Это слишком тяжело для них. Есть дети, которые вообще младший возраст. Это от 2 лет тоже пережившие последствия войны. Вот тут пролетает же военный самолет, все, они реагируют на это, пугаются. Всякий страх, кошмары снятся им. Это очень тяжело. Я не знаю, как они потом смогут дальше жить. Ну, вот дети пишут, видите. Я ненавижу войну. Я не люблю убегать. От войны убегали, беженцы были, это имеет в виду. Мне не нравится война, я не люблю пожары, я не люблю землетрясения. Я не хочу, чтобы люди гибли от этой войны. Я не хочу, чтобы людям было трудно. Вот дети нарисовали, посмотрите. Летнюю погоду и наверху нарисовали. Хочу домой, девочка нарисовала. Вот. Когда-нибудь я тоже буду дома. Я нарисовала дом и девочку из-за любви к дому. Моя мечта быть дома. Все дети хотят домой.